Новое радио. Ну что ж, дорогие друзья, утро доброе. Наступил у нас второй час утреннего шоу. На часах у нас 9:16. В эфирной студии, как всегда, команда Ассорти. У нас подоспел вот-вот под стать наш гость. Прекрасная Мадина Курбонова. Здравствуйте. Buenos días. Вау. Всем привет. Как у вас дела? Все отлично. Спасибо большое за приглашение. بوردگار صبحتون بخیر شدی باشد. میگیم در مهمونی ما قرار دارن اینا باشد مدینه قربانова هستند. بوردگار خوش آمدید میگیم. اونها را رقم‌های تلفنی هستند 4462 00955 زنگ بزنید یا اینکه پیامک ارسال نمایید با وایبر 5500 55955. Итак, Дастуни Азиз, Тима, Кандиль, давайте аплодировать Мадина Курбанова к нам пришла. Красивая девушка. Ман нигоҳ кардам, сурата шунро, яъне ки акса шунро, гуфтам ин қадар зебо аст. Вақте ки аз студия дар омад Мадинаҷон, гуфтам худоё, сурат дар назди ӯ ҳайрон аст, ӯ боз ҳам зеботар аст. Инак, Мадинаҷон, мо бисёр хурсанд ҳастем аз оне ки шумо имрӯз қадам раҷа намудед. Боз ҳам дар бораи шумо маълумот дорем ки кета коуч, яъне ки барои ман ана ҳамин калима чизе намегӯяд ва бисёр мехостем ки дар бораи ана ҳамин дар бораи шумо суҳбат карда бошем. ҳамин тавр не Қандилҷон? бале, бед гӯш мекунем ки то кадом андоза дар бораи худашон маълумот медиҳанд барои мо шунавандагон ва шумо бошед саволҳои худро пешниҳод менамоед. Хуш омадед боз як бори дигар Мадинаҷон. Спасибо большое еще раз за приглашение. Я действительно очень польщена. Ну, я сейчас расскажу вам тогда о себе. Меня зовут Мадина. Я родом из Таджикистана. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. На данный момент я живу в Испании, в Мадриде, и я практикующий кето-коуч. Сейчас вам объясню, что такое кето-коуч. Вообще, это консультант по кетогенному питанию. То есть кето-коуч — это недостающее звено между клиентом и его врачом, либо же диетологом. То есть я, как кето-коуч, могу дать вам совет, как правильно следить за питанием, за кетогенным питанием. Могу дать какие-то советы, рассказать больше о каждом продукте, допустим, да, о самой системе. И просто мотивировать людей на то, чтобы они следили за своим здоровьем. Я понимаю, что для вас, возможно, кето звучит очень иностранно. Да, правильно. Да, я вам сейчас объясню. Расшифруйте, пожалуйста. Да. Кето-диета – это высокожировая, низкоуглеводная диета с умеренным употреблением белка. И получается, что в ходе этой диеты мы входим в метаболическое состояние, которое называется кетоз. Вот давайте представим, да, наш организм для того, чтобы вообще существовать и тратить энергию, эту энергию берет откуда? Из углеводов. Вот. Но на кето-питании мы берем эту энергию из жиров. Ага, новость. Это новость. Всегда говорили, что жиров поменьше надо употреблять. Тут у вас наоборот. Да, тут все наоборот. На самом деле кето-питание, оно существует очень-очень давно. И вы знаете, первое упоминание об этом питании еще было в 767 году до нашей эры, я думаю. Да, и во время Олимпийских игр было прописано о том, что атлеты не должны употреблять углеводы до соревнований. То есть было запрещено есть хлеб, нужно было есть жиры, мясо, допустим, да, клетчатку, овощи. Затем в 1921 году также было упоминание одним из английских диетологов об этом питании, о том, что на кето на самом деле можно очень хорошо похудеть и сохранить молодость и здоровье. И кето-питание стало очень популярным именно вот буквально недавно, в 2017-2018 году, потому что произошел всплеск информации. Очень много было сделано исследований, было выявлено, что на самом деле жиры – это полезно и это хорошо, а сахар и углеводы – это плохо. Да, и чтобы войти в это метаболическое состояние, нужно сократить употребление углеводов до 50%. И 75% вашего питания должно быть именно основано на жирах. Ну и белки тоже не забывай, потому что в итоге белки на самом деле тоже очень важны, потому что это основа построения нашего организма, наших мышц. Вот. Но от углеводов можно на самом деле избавиться, потому что тот процент, который нам нужен, да, та глюкоза, которая нам нужна, наш организм может производить сам, без употребления углеводов.
Для меня это очень неожиданно. Я помню, что как в детстве мама мне шурпу готовила баранину и все время давала мне есть, и мне не хотелось. Но мне говорили, чтобы не болеть, надо много вот баранину есть. Значит, это правильно и правда? Да, это правильно. И говоря именно о шурпо, это просто основа. Или хом-шурпо. Хом-шурпо. Я, допустим, большой любитель хом-шурпо. Я как приехала сюда, я прям заставляю своих родителей готовить мне шурпо каждый день. И если я куда-то выхожу поесть именно вот нашу национальную кухню, да. то есть мой рацион начинается именно из хом-шурпо. А посмотрите, хом-шурпо... Я не ем картошку. Там хом-шурпо, смотрите, вот недавно мне один человек сказал, что, говорит, настоящий хом-шурпо без картошки бывает. Там лук, там жиры, там или говядина. Костный бульон. Да, костный бульон, да. И там вот морковь и редька, да, получается? Редька, да. И получается вот этот настоящий хом-шурпо. И да. это, получается, на самом деле наши предки были правы. Да, правы, потому что если посмотреть на историю, я говорю о тысячелетиях, то, что наши предки, они питались правильно и питались именно едой, основанной на животных. То есть тогда не было культуры сельскохозяйственной, да. так скажем, да. То есть в основном они питались мясом, а также в зависимости от сезона они ели ягоды, допустим, какие-то плоды. И, в принципе, именно это питание, оно как бы считается на данный момент правильным, да. И очень много исследований, что на самом деле огромный плюс — это не только похудение, но и самочувствие улучшается, то есть появляется огромное количество энергии. Мы просто перестаем думать о еде, то есть вы можете есть 2 раза в день и, в принципе, чувствовать себя очень хорошо, не чувствовать голода. Интересно. Да. аҷоиб будаш ки қандилҷон бубинед ки яъне ки ана ҳамон равғанҳои гӯвӣ ё ки равғанҳои гӯспандӣ чӣ хеле ки падару модари мо бобои мо гуфта буданд дар ҳақиқат чӣ хел Мадинахон мегӯянд дар як рӯз 2 маротиба метавонӣ хӯрӣ, лекин онҳо туро сер медоранд. яъне ки ин дуруст аст. бале дӯстони азиз, акнун мо каме ҳам бошад дар бораи Мадина Қурбонова маълумот гирифтем ва акнун онҳое ки мехоҳанд боз ҳам барои зебо гардонидани баданҳои худ ё ки барои масалан саломат нигоҳ доштани узвҳои бадани худ метавонанд ки саволҳои худро пешниҳод дошта бошем ба рақамҳои 4462000955 занг бизанед ё ин ки паёмак ирсол намоед бо рақамҳои вайбери 550055955. Да, Тимур. Согласен, но не забываем, что номер нашего вайбера 550055 955. Мы немножечко разобрали, что такое кето. Побывал как будто на уроке истории. Значит, хом-шурпа — это всегда хорошо, хом-шурпа — это полезно, вкусно. И теперь пришло... Да, вот шашлыки — это самое то. Да, шашлыки — это что-то. На кето можно есть шашлыки, ребят. як нафар дар инҷо менависад ки салом ба кулли шунавандагон ва махсусан ба Мадина, ба меҳмони шумо мегӯяд Мадина хушомадед ва мегӯяд ки Мадина фикр мекунам ки китобхониро хеле зиёд дӯст медорад. Ин дуруст аст? Да, конечно, Какие очень книги? люблю. В основном, в последнее время я очень люблю книги, связанные именно с питанием, потому что, как я уже вам сказала, то, что это мое хобби, скорее всего, не сколько профессия. Вот, поэтому, если хотите, я даже могу вам посоветовать именно книги по кето-питанию, чтобы просто разобрать и понять для себя, что почитать и просто поменять свое видение на питание. И мировоззрение, да? И мировоззрение, да. Допустим, топ-3 книги, которые я могу вам посоветовать, это «Еда и мозг», написанная Дэвидом Перламутром. Здесь говорится о том, что на самом деле мучные изделия и сладости, они плохо влияют на наш организм. И в этой книге полностью рассказывается, как это все влияет и как вообще перейти на низкоуглеводное питание. И можете узнать все нюансы именно этого питания. фикр мекунам ҳамин китобхонаи Мадина буд ки имрӯз мо аз Мадина бисёр хабар дорем ва имрӯз Мадина меҳмони мо асту. яке аз саволҳои дигар ман махсусан аз тарафи худам барои Мадина мехоҳам савол бидиҳам ки то ҷое ки мо маълумот дорем Мадина зиёд берун аст, кишварҳои хориҷиро яъне сафар кардааст, дидааст, зиндагӣ кардааст ва айни ҳол ки дар Испания зиндагӣ мекунанд, масалан меҳмони Тоҷикистон ҳастанд, тоҷик дар Испания. ин ба фикрам барои миллати тоҷик муаррифӣ кунандаи хубам ҳаст. як духтари ҷавон метавонад ки масалан Тоҷикистонро муаррифӣ кунад дар Испания ва зиндагӣ мекунад махсусан дар шаҳри Мадрид ба фикрам, бале? Да. чӣ гуна ба Испания ғалтидед, чӣ гуна масалан боз ба кадом давлатҳо сафар доштеду, чӣ корҳо қати банд будед? На самом деле я жила во многих странах, начиная от Востока и заканчивая Западом. Я сама закончила школу здесь, в Таджикистане, закончила российскую школу номер 14. Потом я уехала на учебу в Малайзию, я год проучилась там, и уже после я переехала в Лондон, где я закончила университет.
университет University of Gloucestershire по специальности бизнес-менеджмент. Работала год в медиакомпании и затем вернулась в Таджикистан, на родину. Здесь я работала в Somonair, проработав 1,5 года. Кем там? Я работала администратором службы бортпроводников. То есть я работала в офисе непосредственно. Вот. И потом по личным обстоятельствам получилось так, что я переехала в Испанию, в Мадрид. Я прожила год в Мадриде. На протяжении того моего первого года я изучала только язык испанский, который я успешно выучила. Затем по проекту переехала в Мексику. Я жила в Мексико-Сити. Похвально. Да, спасибо. Там я тоже работала в сфере медиакоммуникаций. И затем я вернулась обратно в Мадрид, где я закончила магистратуру по специальности Digital Marketing. И сейчас уже как 2 года я работаю в медиакоммуникации, но в секторе финансов. Все, что связано с управлением активами и wealth management. Мадинахон, аз оне ки медонам, шумо аслан соҳатон дигар аст, лекин кета коуч ин хобби шумо аст, яъне ки ин коре ки шумо дӯст медоред ва аз пайи организми худатон мебинем ки чӣ қадр қандил ва Тимур чӣ қадр зебо аст Мадина, ва боз ҳам аз оне ки ин қадар зебоед барноед, албатта кета коуч ба шумо ёрӣ мерасонад. ва акнун бигӯед ки ба занҳои мо шарқиҳо ки ин қадар занҳои мо вазнашон баъзан зиёдтар мешавад, чӣ кор кунанд ки бо ана ҳамин кета коуч камтар вазни худро партоянд, яъне ки харобтар шаванд? На самом деле, вы знаете, я вечно худеющий человек. Я иногда смеюсь и говорю, я как Гуара Витян, который постоянно худеет. И я на самом деле приверженница правильного питания. То есть к кето я пришла постепенно. То есть это не было так, что я вот ела неправильно, и потом в какой-то момент я решила, опа, а давай-ка я попробую кето. Нет, я сначала была на правильном питании, потом я пробовала сиртуиновую диету. Потом уже вот буквально 2 года назад, как раз когда произошел этот всплеск кето-диеты, я решила попробовать. Но я понимала, что каждый раз, когда ты начинаешь какую-то диету, нужно идти к этому осознанно и правильно. Потому что любая диета может дать какие-либо побочные эффекты, да, которые просто скажутся очень плохо на организме человека. И я решила сделать несколько курсов именно для себя, чтобы понять, как это правильно делать. И как вы это делали? На самом деле онлайн можно найти огромное количество курсов, как платных, так и бесплатных. То есть существует огромный банк онлайн-курсов в наше время, и каждый человек может по своему увлечению, да, интересам найти тот или иной курс. Вот и я просто искала там в Гугле, да, Udemy, еще различные другие сайты, где можно найти курс именно по кето-питанию. И один из моих последних курсов было вот именно кето-коуч. То есть я получила сертификат, что я имею право как бы направлять, мотивировать людей именно питаться кетогеном. Что говоря о наших женщинах, да, в целом, мы привыкли к тому, что мы едим большое количество хлеба, допустим, да. И в основном это хлеб, мне кажется, это основа. нонҳое ки боз дар он равған ҳастад, фатирҳо ки дар онашон маскаҳо ҳастад, дар даруни нон ҳам бисёр равған ҳастад. Шумо чӣ фикр мекунед дар ҳамин бора? Ну, равган это хорошо, а вот мука это плохо. Вообще, давайте я вам объясню, какие продукты входят, да, в кето-диету. На кето-диете можно абсолютно есть в неограниченном количестве мяса, курицу, рыбы, морепродукты. Мы можем есть огромное количество любых овощей в любом виде. Это молочная продукция, кроме молока. А молоко на кето мы не пьем, потому что в молоке очень много углеводов на самом деле. Это орехи, это масла различные, это ягоды. Вот. Получается, мы исключаем полностью все изделия, которые сделаны из муки. Мы исключаем сахар, мы исключаем злаки. То есть мы не едим ни рис, гречку нельзя, допустим. Интересно, все злаки нужно исключить, потому что в них большое количество углеводов на самом деле. Бобовые мы не едим. Да. А фрукты на самом деле тоже. Потому что в фруктах очень много сахара. Та же самая фруктоза, это тот же самый сахар. Но это натуральные сахара. Да, это натуральные, но все же это сахар, и все же это углеводы. Поэтому их лучше исключить. Но можно есть любое количество ягод, потому что в ягодах на самом деле очень мало сахара и углеводов. У меня вопрос. Кето — это, получается, есть мясо, но без хлеба, без мучного. Да, то есть если... Это диета.
Ну, давайте посмотрим, допустим, вот твоя тарелка, да, ты Так. в одну тарелку берешь кусок мяса любого. В любом виде. Это может быть запеченное, это может вареное, это может быть жареное, это может быть Вау. жарено в сливочном масле. Ты берешь небольшое количество овощей, любых в любом виде. Можно какой-то салат, можно добавить туда сыр. Ягоды вы сказали еще? Да, ягоды, но ягоды обычно это десерт. Понятно, да. Вот, можно сливки там, допустим, да. На самом деле очень много существует рецептов, как и десерты, так и основные блюда, как и закуски, именно основанные на кето. Поэтому у нас это очень просто найти в интернете. Вы просто вбиваете Google кето-диета, кето-рецепты, и там выходит просто огромное количество рецептов на любой вкус. شما گفتید که میتوانید گوشت و روغن گوسفند رو خوریم، لیکن به نان انا همون روغن دنبه که در خمشوربو هست خورده نمی شود. اگر که روغن دنبه به نان که خوردی در تمام گلویت در میماند. چگونه باید اون رو خوری؟ Ну, не ешьте тогда. Я хочу ее есть, потому что это очень вкусно, но без хлеба никак. خب هر نفری که میخواد زیبا باشد من فکر میکنم که نباید هر چیزی که میخواهد همون رو خورد نه. Конечно, это Правильно? зависит от ваших предпочтений и вкусовых факторов, да, то есть есть вот основа, что вы просто должны исключить углеводы и довести их до минимума. Допустим, чтобы быть в кето, считается, что нужно есть не больше 20 грамм чистых углеводов. Аха. اونایی که علاقه خودشون فربه هستند. اکنون گیرید شما گفتید که ششلیک خورند. ششلیک خوردن و باید نان خورند. نان نخورند باز فربهتر نمیشوند. Поэтому я говорю, не едим хлеб, но шашлык едим. Как бы, یعنی که وزن زیاد نمیشود. Нет, давайте я вам так скажу. Для того, чтобы похудеть, неважно на какой вы диете, нужно обязательно сделать дефицит калорий. То есть вы должны есть меньше, чем вы тратите. Ну и плюс на кето-питании то, что вы не чувствуете голода. То есть вы поели жиры, поели белки, небольшое количество клетчатки, вы будете сыты на протяжении следующих 8 часов. То есть 8 часов вам не захочется есть ничего абсолютно. Потом вы опять берете хорошую тарелку, порцию, съедаете еще, и, в принципе, вам не хочется есть. То есть вы исключаете те же самые перекусы, потому что перекусы мы не можем контролировать. На самом деле это все лишние калории, которые нам не нужны. Поэтому, когда вы на кето, вы не только худеете без голода, но и также формируете новые привычки и избавляетесь от ненужных вам привычек. من فهمیدم. یعنی که همون روغن‌هایی که ما می‌خوریم 7-8 ساعتی که دیگر ما رو سیر می‌دارد، یعنی که ارگانیسم ما آرام می‌شود، یعنی که ما می‌توانیم فربهتر شویم. فهمیدم؟ Да, это вот так вот. компенсирует того, что мы жиры едим, и где-то 6-7 часов мы уже не Да, голодные. потому что жиры нас на самом деле насыщают, а углеводы нет. Вот посмотрите, да, вот вы поедите что-то сладкое, буквально через час-два вам хочется опять есть, хотя вы съели такое огромное количество калорий, там, не знаю, в одном кусочке тортика окажется, не знаю, те же самые 500-600 калорий, да, а через час почему-то вы хотите есть. А съедите кусок мяса, овощи, сливочное масло, сыр, наедитесь. В принципе, это те же самые там 600-700, возможно, калорий, да, но последующие 8 часов вам есть не хочется. Задали такой вопрос, наверное, потому что вы были в Испании. Смотрите ли вы футбол? Если да, то какая ваша любимая футбольная Барса. команда? Барса, да. Извините, Реал Мадрид меня тут ненавидит. Реал Мадрид, ما دستای دوست داشتم Реал Мадрид بود و اوه شما یگان مرتبه در فوتبال اشتراک کرده بودید یا اینکه نه؟ Да, конечно, я ходила на игру Реал Мадрид и еще кто-то. Еще кто-то, да? Неважно кто, но кто-то. Да, ну было очень интересно, было просто понаблюдать. Я вообще сама небольшой любитель футбола, но так как я живу в такой стране, и я на самом деле живу очень близко к Сантьяго Бернабеу, там буквально пешочком, наверное, минут 20 пройтись. Как вы сейчас знаете, его реставрируют, его перестраивают, так что я думаю, скоро, через годик, наверное, 2, вы сможете приехать в Мадрид и полюбоваться новым стадионом. Говорят, будет очень красиво. مدینه از اونی که شما در اسپانیا هستید، در مادرید هستید، البته اونجا مکانی به گفته خندید بلید فوتبال، یعنی که فوتبال رو اینقدر دوست می‌دارند. پس بگویید که اونجا که آدمایی که زندگی میکنند فوتبال رو اینقدر دوست می‌دارند، همه این چگونه دیده می‌شود؟ یعنی که در مادرид, در Испания, در تمام اینقدر футбол رو دوست می‌دارد. На самом деле, когда ты смотришь футбол по телевизору, и когда ты находишься именно там, это совсем разные чувства. Даже, мне кажется,
люди, которые не понимают в футболе, они просто тоже заряжаются этой энергией, потому что мы все знаем то, что у каждой футбольной команды есть свой фан-клаб, то есть они все вместе собираются, болеют, кричат. Это же энергия, и ты просто сидишь и тоже, да, гол, и вместе со всеми кричишь просто. футбол низ ба кетакауч алоқамандӣ дорад. ҳар нафаре мехоҳад дар парҳезӣ бошаду дар ҳамун диета бошад, метавонад ки ба футбол машғул шавад, яъне ба варзиш дар назар доранд ва баъд барои организм ҳам хубтар мешавад. Отличие Испании от Таджикистана, и почему вы возвращаетесь вот именно на родину, причина? Ну, вы знаете, где бы я ни жила, в итоге я таджичка, я из Таджикистана. Здесь у меня семья, здесь у меня друзья, и, конечно же, меня всегда тянет домой, потому что здесь мои любимые люди. И я стараюсь часто приезжать. Я думаю, то, что сейчас это уже традиция для меня приезжать именно на Новый год, потому что Новый год — это семейный праздник, и я всегда хочу проводить его в окружении своих родителей, своих сестренок, своих друзей. И, конечно же, я скучаю по воздуху Таджикистана, по красивой природе нашей, по нашему снегу в горах. Поэтому я приезжаю сюда, провожу время со своими друзьями, мы уезжаем за город, гуляем по городу. Ну и сейчас я здесь чувствую себя так, как будто в мире все хорошо. Вопрос, значит, где у вас больше друзей? За пределами Таджикистана или вы же в Таджикистане больше друзей? Вы знаете, мои друзья на самом деле раскинуты по всему миру. Поэтому куда бы я ни ездила, обязательно есть друга, подруга. Так. Поэтому очень много наших именно таджиков, которые живут за границей. И мы все дружно общаемся, мы поддерживаем друг друга, независимо от того, в какой стране, европейской, либо зарубежной они как бы проживают. Поэтому часто ко мне приезжают мои друзья, которые живут в Европе, мы видимся, либо мы встречаемся где-то в другой европейской стране, но мы поддерживаем связь и поддерживаем друг друга. И мне кажется, это самое главное. И когда происходит какая-либо ситуация здесь, в Таджикистане, мы всегда стараемся помогать. То есть мы все собираем силы, и всегда думаем о стране и о людях. Прекрасно. Ну что ж, Кандиль, у тебя есть вопросы, потому что у меня вопросы кончились. خب سوال‌ها برای مدینه وقتی که مدینه در پیشت می‌بینی فکر می‌کنم سوال به آخر است، سوال‌ها تمام شوی ندارد، اما وقتی ما اجازه نمی‌دهد که ما مثلا دیگر صحبت داشته باشیم. دوستان عزیز، این چند معلوماتی بود درباره کیتاکاوچ از طرف مدینه قربان و بار دیگر خوش آمدید میگیم مدینه رو و با همین خیر و خوش می‌کنیم برای برنامه امروز. Спасибо большое, было очень приятно быть здесь в эфире. Я надеюсь, что вам всем понравился наш эфир. Если вам интересно узнать больше о кетопитании, вы всегда можете найти меня в Инстаграм, как Мадина, _TJK. Также я веду испанский блог, он на испанском, поэтому если кто-то хочет изучить испанский, то вы можете подписаться на испанский блог ketopareja.es. Вау. خب آخرین سوال است در وایبر. من برای مدینه اینجا یک سوال دیگر پیشنهاد کردند، حتما شنونده است و بهت میگیم که مدینه برای ما میگه جالب است که چند زبان رو میداند. Я говорю на 5 языках. Я говорю на русском, на английском, на испанском, на немецком и говорю на таджикском. خب نباشد با تاجیکی بار میگفتید که خب تشکر برای همتون. تشکر برای همتون. آفرین، معلومه شاید کی میداند. بله، بار دیگر دوستان عزیز خوش آمدید میگیم مدینه رو با رادیوی نه، بار دیگر میگیم که پیگیر رادیوی نه بودن رو فراموش نکنید. با همین طبیب بولیده، با همین روزی فرهنگی و فراغتی باش خیر خوش بکنید. خدا نگهبانتون باشد. برنامه اسارتی بود رادیوی نه 95.5 FM مدینه و قندیل توی رفینک با شما تیمور گنیوف. خیر خوش میکنیم. خیر تو فردا صبح. Hasta luego, adiós. До свидания. До свидания. Новое радио. Новое радио.